Привет! Готовы погрузиться в мир сериалов? Тогда начнем с «Карточного домика». Сериал снят в жанре политической драмы и удостоен премий «Золотой глобус» и «Эмми». В главных ролях Кевин Спейси и Робин Райт. «Карточный домик» начинается с истории конгрессмена Фрэнка Андервуда. В обмен на должность госсекретаря он помогает Гарольду Уокеру стать президентом Соединенных Штатов Америки. Выборы проходят успешно, но обещанная должность уходит другому. Фрэнк и его супругу начинают мстить новоиспеченному президенту и его помощникам. Шантаж, насилие, манипуляции – все, что большая политика так старательно скрывает от своих избирателей, можно увидеть в «Карточном домике». Для просмотра доступны все 6 сезонов. Оценка на Кинопоиске – 8 звезд. Будет много таких вечеров. Много работы. Мало сна. Я ожидала этого. Второй номер в нашем списке – историческая драма «Корона». Сериал рассказывает о жизни королевы Великобритании Елизаветы II с момента ее свадьбы и до настоящего времени. Сценарист сериала Питер Морган. На данный момент вышло уже 6 сезонов. Каждый из них описывает десятилетнюю историю Елизаветы. Примечательно, что каждые 2 сезона меняются актеры, которые играют главные роли. «Корона» считается одним из самых дорогих сериалов в истории. Его создатели предлагают зрителю большую экскурсию по Букингемскому дворцу с посещением всех спрятанных ходов. Сериал получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма». Оценка на Кинопоиске – 8 звезд. Что у нас за брак такой? Что за семья? Ты мне жена или королева? И то, и другое. Я хочу, чтобы рядом со мной была жена. Я и то, и другое, и сильный мужчина принял бы это на коленях. Я не встану на колени перед женой. Жена тебя и не просит. Зато королева повелевает. Да. Далее на очереди криминальный сериал-антология «Американская история преступления», основанный на реальных событиях. Каждый сезон рассказывает о громком преступлении в истории США. Например, первая история сериала повествует о прогремевшем на весь мир в 90-х годах деле Симпсона. Профессиональный футболист и звезда экранов О. Джей Симпсон, возможно, убил 2 человек. Сюжет настолько запутан, что зрителю придется самому выбирать верную сторону. Сериал создан Скоттом Александром и Ларри Корешевским. На данный момент вышло 2 сезона. Оценка на Кинопоиске – 8 звезд. Это нужно прекратить. Я заслужил страдания. На чьей вы стороне? Американская история преступлений. Мы продолжаем наш топ, и следующее, что посоветуем, это мини-сериал «Чернобыль». Американский телеканал HBO совместно с британской телесетью Sky представили свой взгляд на историю об аварии на Чернобыльской АЭС. Сериал рассказывает не только о взрыве реактора, но и о ликвидации последствий и расследовании происшедшего в Припяти. Начало первой серии, по сути, конец всей истории. Химик Валерий Легасов вешается у себя в квартире. Перед этим он прячет 6 аудиокассет со своими воспоминаниями. Сериал вышел в 2019 году и до сих пор не сдает позиций в рейтинге. Оценка на Кинопоиске – 9 звезд. Все это... безумие. Завершает подборку сериал 2020 года «Великая». Сатирическая комедия о том, как будущая императрица Екатерина II приезжает в Россию и пытается внедрить западные ценности. Юная дочь обедневшего немецкого князя выходит замуж за российского императора Петра III. Однако она быстро разочаровывается в царственном супруге, как в человеке и как в правителе. Идеалы счастливой совместной жизни рушатся, романтические ценности юной Екатерины втаптываются в грязь. Поэтому она задумывает масштабный переворот. Главные роли исполнили Эль Феннинг и Николас Холт. На данный момент вышел только 1 сезон. Оценка на Кинопоиске – 7 звезд. Если император умирает, Россия достается императрице. На этом у нас все. Как вам наша подборка? Какие сериалы вы бы добавили? Пишите свои отзывы в комментариях, мы будем ждать. Ах да, чуть не забыла. Сериальная рубрика будет выходить каждую неделю. Ждите новую подборку для другого института на следующей неделе. До встречи!